Свечение плазмы в неоднородных слоях ионосферы. Прохождение радиоволн во Вселенной. Звучит темно, не правда ли, для нас, непосвященных? Но звучит и гордо, ибо в своих дерзаниях наш дух, наш интеллект достигает высот космических, академических. Сотрудники Якутского института космофизических исследований и аэрономии Сибирского отделения Академии наук СССР Иннокентий Безродный, Юрий Ромащенко, Евгений Бережко утверждают, однако, далеко не звездный час пробил для науки. В ближайшем будущем наш институт ожидает переход полностью на отраслевые исследования. Уход от фундаментальных исследований. Это чревато тем, что наш институт как академический перестанет существовать. Ситуация сложилась драматическая. Значит, все основные ресурсы, которые вообще необходимы для нашей науки, чтобы она нормально развивалась, в настоящее время захватили, будем говорить, монополисты от науки, то есть ведомственная наука, которая использует популярные достижения в области космической техники ради своих, так сказать, сиюминутных выгод. Что получилось? Значит, ведомственная наука тратит приблизительно 95% средств, а с барского стола, что они нам, так сказать, соизволят выдать, то мы должны и делать. Это, по-видимому, связано с негативным отношением к интеллигенции в течение длительного периода и с культом физического труда в нашей стране. Проблема, которая, наверное, является тоже общей, не только, может быть, для науки. Ведь от того, сколько средств выделяется на науку, можно судить, насколько богато это общество. Ведь одна из задач, наверное, все-таки Академии наук – это создать некий интеллектуальный потенциал в стране, способный решать задачи, связанные с прогрессом. Наша наука не всегда идет впереди. Но если мы сейчас не будем повторять даже те исследования, которые делались за рубежом, то мы отстанем еще больше. Классическим примером невнимания к нормальным фундаментальным разработкам, к чему ведет, это вот, например, потеря 2 фобусов. Это 2 космических дорогостоящих кораблей, которые просто мы потеряли. Теряются другие спутники, то же самое. У нас сейчас фактически натуральное хозяйство. Наши приборы стоят почти на всех спутниках Союза. Но мы вынуждены все эти приборы, все разработки делать прямо вот в этой комнате. И, естественно, культура разработки, просто качество разработки гораздо ниже, чем это делают западные фирмы, которые могут заказать прибор заводу или какой-то другой фирме и таким образом получить более качественный прибор. Отставание в техническом плане связано, конечно, с технологией и натуральным хозяйством. Взять такой пример. Сейчас острая проблема экология среды, в том числе экология среды космической и околокосмической. Ну, вы знаете, вот, скажем, озоновая дыра, загрязнение атмосферы и так далее. Значит, все эти разработки взяли на себя ведомство, но люди там сидят, ну, я бы не сказал, что они неграмотные, но в основном сфера их приложения чисто, будем говорить, инженерная техника. Сейчас нас вынуждает заниматься активно прикладной наукой. Фактически это ведет к ликвидации направлений фундаментальных исследований. Я думаю, что впоследствии, буквально через 5-7 лет, это приведет к угасанию вообще нашей науки в Союзе. Единственный выход, я считаю, это ликвидировать монополию космических ведомств на геофизическую науку, это первое. Второе, создать в стране геофизический союз с тем, чтобы, так сказать, проблемы космические решали ученые, а не, так сказать, генералы, так сказать, от науки. Наша страна по выделению средств для фундаментальных исследований занимает далеко не первое место. Пути решения, наверное, тесно переплетены с политическими и с экономическими преобразованиями, которые идут сейчас в стране. Мне кажется, что необходимо, чтобы в нашей стране существовали несколько форм собственности. Не только государственная, как сейчас у нас существует, но и коллективная форма собственности. Это кооперативные, колхозы, которые фактически у нас колхозной собственности не существует. Это и частная собственность. Таким образом, существование различных форм собственности должно привести к резкому экономическому скачку общества. И общество может, в общем-то, больше выделять средств и на научные исследования. В своих дерзаниях всегда мы правы, уверяли мы себя десятилетиями, штурмуя небо, воспаряя к звездам, распевая о пыльных тропинках далеких планет. А на грешной нашей земле
лихо не убывало. В белом безмолвии, на краю Земли, изучают бури, магнитные бури. Это ТИКСИ, станция комплексных геофизических исследований Якутского института космофизики. Владимир Костюкович наблюдает полярные сияния. Через определенные промежутки времени он фотографирует небо от горизонта до горизонта. Его называют ловцом солнечных ветров. Станция информирует о поведении ионосферы и стратосферы полярных районов. Зондировать стратосферу – дело Валерия Башкирова. Ученые выявили важные закономерности, которые имеют прикладное значение для радио, воздухоплавания и космической навигации. Теперь ученые ТИКСИ прогнозируют состояние верхних слоев атмосферы. На станции совершенные аппараты. Супермонитор, единственный в Союзе, измеряет интенсивность космических лучей в ионосфере. Здесь открывают тайны космоса.